Damn. Москва, 28 января. Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин поручил Комитету по международным делам проработать возможность принятия заявления, осуждающего аннексию Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия в 1989 году. С такой инициативой выступил при обсуждении порядка работы Палаты депутатов от КПРФ Николай Иванов. Реагируя на это предложение, Нарышкин попросил профильный комитет Госдумы по международным делам его рассмотреть и отдельно доложить. Ранее председатель Госдумы Российской Федерации объяснил, почему является незаконным апрельское решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о санкциях против делегации Российской Федерации. Ссылка апрельского решения ПАСЕ на крымские события неправомочна, потому что воссоединение Крыма с Россией было осуществлено на основании результатов самой демократической процедуры – референдума, когда 97% жителей Крыма высказались за воссоединение со своей родиной Россией, напомнил политик. По его мнению, если следовать логике тех, кто называет это историческое событие аннексией, то тогда с такой же легкостью авторам этой логики можно говорить о том, что ФРГ аннексировала Восточную Германию. Но Россия категорически против такой логики, как в случае с ГДР, так и в случае с Республикой Крым. Мы всегда против двойных стандартов, заключил спикер. Уважаемые россияне, предлагаю, чтобы Федеративная Республика Германия аннексировала путем референдума у вас Восточную Пруссию вместе с городом Кёнигсберг. Предлагаю, чтобы Япония аннексировала у вас путем референдума остров Сахалин и Курильские острова вместе с Камчаткой. Предлагаю, чтобы Китай аннексировал у вас Дальний Восток вместе с Сибирью путем проведения референдума. Удачи вам, господа!